Суперакция от магазинов Баянай. Все лето делайте покупки от 3000 рублей и выиграйте плавающий вездеход Тингер, сертификаты на Бинелли и МР, лодки, палатки и другие призы. Больше покупок, больше шансов. Розыгрыш в прямом эфире 3 октября. Будьте с Баянаем. She got a man in the sun, though. Oh no, no, she got a man in the sun, though. Oh no, no, she got a man in the sun, though. Внимание! Марш! Давайте, остается приз от доктора Пеппера, давайте поаплодируем. Сейчас будет ходить комиссия и будем выбирать самый чистый автомобиль. Будет приз вручаться от ЕГТ. С вами МС Фара, это Овик, диджей Дав. Вот, сегодня у нас происходит акция в поддержку трезвого водителя за трезвый образ жизни. Называется автопати. Собралось около пока 100 машин, но ожидается даже, еще больше. Даже более, да, машин. Возможно, даже более машин. Вот, сегодня у нас состоялся вот первый конкурс перетягивание каната среди парней, среди девчонок. Также ожидается у нас смена колеса на скорость, кто это быстрее будет делать. Вот. Сегодня у нас еще будет много разных призов разыгрываться, так что, друзья, кто не успел, тот опоздал. Да. И, кстати, мы хотим сказать, что это уже 3-я автопати, которые мы как бы совместно все делаем. И по сравнению с первым, просто посмотрите, сколько приехало машин. Вот, посмотрели, на самом деле, да, много машин. Итак, следующая автопати номер 2 2014 года состоится у нас в июне месяце, в конце июня. Вот, будет в конце июня, в начале июля, вот в этих приблизительно датах у нас будет общегородское большое уже мероприятие. Будем выбивать себе площадь. Не будем искать уже такие маленькие площадки, потому что людей с каждым годом становится все больше и больше. Друзья, задумайтесь над тем, стоит ли употреблять перед вождением автомобиля, сделайте для себя свой выбор и присоединяйтесь к нам, к движению автопати. Вот, я уже могу спокойно назвать это движением. Вот, мы сегодня раздавали наклейки автопати, сегодня раздавали вымпела автопати. Вот. Флажки раздавали автопати, то есть много чего. Так что, если вы увидите у кого-то в городе, знаете, это мы. Вот так. Всем респект, уважение, спасибо большое. Все, всем пока. Смотрим судейской коллегии, вот этот Кроун, давайте возьмем водителя. Вот у нас Давид, водитель Кроуна, вот этого золотистого. Сейчас посмотрим, насколько у него чистая машина. У тебя чистая машина? Только что помыл. Только что помыл. Полики, багажник, чистый, движка. Да? Давай посмотрим. Ну да. Только что с мойки у нас. Насколько чистый у тебя багажник. Вот. Блин! О, круто!
Красавчик. Подготовился. Итак, есть у нас первая чистая машина, сделаем галочку на ней. Алекс, у вас чистые машины? Конечно. Давай в конкурсе на чистое авто, давай. Но здесь, в принципе, мараться нечему. Вот. Здесь у нас стоит огроменный САП, который снизу стопудово в пыли весь. Вот, потому что обычно чистят сверху. В пыли? Давай посмотрим. Подними, пожалуйста, его. Блин, чисто! Есть, хорошо, ладно, давайте посмотрим дальше. Дополнительный аккумулятор у него стоит. Вот, парни приготовились, нормально. Вручаем им вот такой вот, значит, флажочек. Держите от ИТЭКа. Вот, держи. Повесь его на стекло, вот так вот. Понял, да? Заглянем в салон. Чисто. Ну чисто, да, хорошо, чисто. Есть. Мы коллегиально потом решаем, но второе лобовое дает о себе знать. Давайте посмотрим, чистая машина у тебя? Почти. Но на самом деле здесь она грязная быть не может, здесь нечего мораться. Без крыши покатаешься день. Без крыши покатаешься, так, как тебя зовут? Леонид. Это Леонид. Привет, Леонид. Вот, если, значит, ты будешь участвовать в конкурсе «Чистая тачка», ну, у тебя на самом деле не чистая тачка. Вот, но такой шанс упустить я не могу, как посидеть в этом авто. Давай. Садись, Вася. Вася, ну не надо. Ты застрял? Нет. Вот без контроля. Ну да. И все, в принципе, больше ничего. Это как, знаете, как маленькая тундра, вот, в которой, или как вот у нас доджи ездят, да, получается, с передней сиденье, сзади вот большой багажник. Но здесь просто переднее сиденье и маленькое все. Все маленькое. Это маленькая машина. Но она дает жару, мне кажется, да, очень сильно, да. Это Кроун Махаон. Не Махаон, это Кроун. О, мат, Кроун, мат. 98-го года, 16 лет машине. Но по сравнению... Дополнительная опция. Ну да, это старая машина. Эта дверь не открывается, да? Открывается. Пожалуйста. Это неправильно делаешь, я кажется, сломал. Надо с той стороны открыть. Это Russian Автопром! Вот Russian. Вот Russian, а нет. Russian, это постсоветский автопром. Постсоветский автопром. Если давайте сначала Жульку посмотрим, потом Аку посмотрим, да? Итак, вот смотрите, здесь салон, кожа. Это кожа, значит, резинового слона. Давай откроем багажник. Там страшно. Ну, давай посмотрим. О, ну! Смотрите, обычно у машин, да, вот когда открываешь багажник, у них в этих местах находятся колеса. Нет, имею в виду те, на которых они ездят. Вот здесь бензобак, да, находится, да? А вот здесь запаска, да? А здесь место для перевозки людей. Шутка. Давайте дальше посмотрим. Вот. АК у нас на... А, нет, показалось. Я думал... 12-ка. 12-ка? Да. Резина 12-я? Да. Практически самокат. Так, хорошо. О! С ума сойди, это купешка! АК купе. Да. АК 3D. АК 3D. Держатель двери самое главное. Смотрите, вот. Здесь есть такая штучка. Где Кроуна, хозяин? Открой капот, там у тебя тут капот не посмотрели. Все. Там грязно, да? Не знаю даже. Там двигатель 1.8. Там от двигателя запорожцы стоит. О! Ну да. В общем, в судейской коллегии мы решили то, что у нас победил Кроун золотистого цвета, вот, потому что у него сохранен весь пластик, у него абсолютно чистый салон и все находится в идеале. Нормальная тачка. Пылесос. У нас выигрывает от autoekt.ru пылесос. Вот этот водитель золотого Кроуна. И зарядка с айфоном уходит. А можно барабанный дробь или что-нибудь такое? Диджейскую дробь. И айфон достается Саша Гаврилкин. 6 часов назад залил фотографию в Инстаграме. Саша Гаврилкин, давай иди сюда. Не, подожди, ты не Саша же Гаврилкин. Давайте поаплодируем, а доктора Бэбера ему достается зарядка и айфон.
Итак, перед нами, дорогие друзья, участник соревнований в классе стандарт. Обязательное условие — это наличие шлема, наличие навигационного прибора и вот такой вот бейдж, который обозначает, что это участник именно в этом классе. С этого года хорошее нововведение: не обязательно на автомобиле подъезжать к точке участникам, которые участвуют в классе стандарт. Достаточно сфотографироваться около точки вместе с этим бейджем. Итак, вперед! Итак, наш участник нашел точку. Сейчас все, что нужно, это сфотографироваться на этой точке, держа в одной руке бейдж, а вторая рука должна быть на точке. Все очень просто. Пусть и соты меня. Давай, конечно. Итак, фотография сделана. Дорогие друзья, принимайте участие в внедорожных соревнованиях с 12 по 15 июня Самурай Трофи в городе Якутске. Тебе хочется новых ощущений и есть внедорожный транспорт? С 12 по 15 июня в окрестностях города Якутска состоится 5-й открытый чемпионат Республики Саха-Якутия по трофи-рейдам «Самурай Трофи 2014». Принять участие может любой автолюбитель, если его транспорт отвечает требованиям регламента соревнований. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей. Подробности на сайте offroadekt.ru. Так, что... Не, велик не влезет. Влезет, лезет. Думаешь? Оп! Чтобы давление повысить. Быстрее! -1. Ай! Блин! Что у тебя там? Что? Вот, да, вот смотрите, вот так относятся к заданиям и вот так, да? Это нормальное явление, то есть... Нет, это нормально, это нормально. Это рабочие моменты, все правильно. Задание решалось следующим образом. Так, сейчас. Поднимите, ага. Раз, два, три. Есть, все, спасибо. Спасибо большое.